Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Молитва перед стартом для успешной работы. Здесь собрались все жители села. Сегодня начинается новая история их мечети, старейшей святыни Высокогорского района. Минарет по центру, особая деревянная укладка. Айбашевская мечеть – одна из тех, которая положила начало традиционному татарскому зодчеству конца 19-го, начала 20 веков. В дальнейшем именно по такому принципу в республике и будут строиться все мечети. Построено еще в 1855 году. Деревянное здание – предмет гордости не только района, но и республики. Оно входит в число объектов культурного наследия. Ураганный ветер оставил без минарета мечеть в ноябре прошлого года. Всем селом собирались, и детей здесь собирали на праздники. Ифтар каждый год. Это дом Аллаха. Для нас это очень имеет большое значение. Мы туда ходим, намаз читаем. Как отметили, причиной ЧП стали сгнившие конструкции. Мечеть в аварийном состоянии. Возрождать ее будут наши реставраторы. Они же восстановили мечеть в селе Большая Елга Рыбнослободского района. Реставрацию начнут с противоаварийных работ. В этом году мы разбираем мечеть по бревнышкам, ни в коем случае не сносим, маркируем мечеть по бревнышку, ищем слабые места, будем говорить откровенно, сгнившие венцы, и мы их полностью заменим на обновленные. Восстанавливать будут на средства благотворителей. На первый этап собрано 25 миллионов рублей. На время ремонта для богослужений подберут новое место. Рассматривали возможность это в сельском доме культуры тоже. Будем эти вопросы решать, конечно же, чтобы население не было ущемлено. В республике под охраной государства сейчас больше 450 религиозных объектов. 100 из них нуждаются в ремонте и реставрации. Сегодня ведутся работы в мечети в Кукмарском районе и церкви в Заинском. Отрадно, что этому уделяется внимание. Например, в Казани в ближайшее время будет восстанавливаться Искаташ мечеть, Закабанная. То есть у нас еще осталась Ак-мечеть. Но самое главное, что об этом помнится, что об этом мы постоянно думаем. Есть целый график, есть план. Но для всего нужно время. По словам реставраторов, на работы в селе Айбаш потребуется не менее 50 миллионов рублей. Первый азан в обновленной мечети должен прозвучать уже через год. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район.